Доброе утро, друзья! В эфире главного национального канала передача «Новый день». И с вами Евгения Гурулева. И Максим Гоголев. Сегодня долгожданная пятница, сегодня 17 января. Я надеюсь, у вас отличное предвыходное настроение. Друзья, в первых строках нашего эфира хочется напомнить, что компания НВК готовит специальный проект, посвященный 75-летию окончания Великой Отечественной войны. И мы принимаем от вас копии писем ваших дедушек, прадедушек и других родственников и близких людей, которые они писали вам с линии фронта в 41-45 годах. Отправляйте эти письма на наш адрес utro.nvk@mail.ru или прямо на адрес нашей компании Якутск Орджоникидзе 48, кабинет 201. Ну и я думаю, Максим, сейчас пора узнать, какая погода ждет нас сегодня. Тем более у нас есть хороший спонсор, магазин «Милан». Милан рядом. Объявляем суперакцию. При покупке 2 вещей, 3-я в подарок. Только до конца января. ТЦ Рио, 2-й этаж. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром в центральных Улусах минус 27, минус 38, днем минус 17, минус 31. В Заречных минус 23, минус 43, днем минус 18, минус 35. В Южных минус 16, минус 30, днем минус 17, минус 22. В Вилюйских минус 20, минус 35, днем минус 15, минус 25. В Нижнеленских Улусах минус 37, минус 38, днем минус 31, минус 33. В Западных минус 13, минус 19, днем минус 9, минус 15. Просто шикарно. В Колымо-Индигирских Улусах минус 30, минус 49, днем минус 25, минус 33. В Янских Улусах минус 28, минус 37, минус 29, минус 37 днем. На северо-западе минус 25, минус 39, днем минус 26, минус 34. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 35 градусов, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный 1,3 метра в секунду, днем ожидается минус 30, минус 32 градуса. Что ж, также мы хотели бы напомнить, что в прямом эфире у нас работает номер WhatsApp, по которому вы можете передать привет, поздравления или поделиться какой-нибудь новостью вместе с нами по номеру 8 914 279 22 62. А далее давайте узнаем, какие же знаменательные даты у нас на сегодня. Что объединяет водные лыжи, меховые наушники, фруктовое мороженое на палочке и шрифт Брайля? Да, эти все очевидные сегодня предметы были изобретены детьми. Ежегодно более 500 тысяч детей и подростков изобретают различные гаджеты и игры, создают и модифицируют роботов и технику. Все детские изобретения, несомненно, делают нашу жизнь удобнее и интереснее. Сегодня именно тот день, в который нужно порадоваться изобретательности юных гениев, оценить значимость их многочисленных изобретений и поощрить разнообразные детские таланты. Символично, что с датой дня выбран день рождения одного из выдающихся американцев, государственного деятеля, дипломата, ученого, изобретателя, журналиста Бенджамина Франклина. Замечательно, что в свое первое изобретение пару ласт для плавания, которые надевали на руки, Бенджамин изобрел в возрасте 12 лет. Ну что ж, изобретатели и инноваторы двигают прогресс вперед. И также 17 января 1773 года Джеймс Кук пересек Южный полярный круг. Известный английский мореплаватель и путешественник избороздил весь Тихий океан, побывал в Австралии, Новой Зеландии и на многих южных островах, ставших позже английскими колониями. Кук совершил 3 знаменитые экспедиции. Во время своего второго путешествия в 1772-1775 годах Кук отправился на поиски так называемой Южной Земли. Многие верили, что она расположена к югу от Австралии. Кук проплыл через Южный полярный круг, но из-за льдов ему пришлось вернуться. Он нанес на карту ряд неизвестных островов на юге Тихого океана, такие как Новая Каледония, Южная Георгия и Норфолк. Наблюдения и подробные отчеты великого исследователя стали основой для многих и многих следующих путешествий. Президент России Владимир Путин выступил с традиционным ежегодным посланием Федеральному собранию Российской Федерации. В Якутске состоялся общественный просмотр и обсуждение послания президента, где приняли участие представители органов государственной власти и общественности. Далее в сюжете.
В Якутске просмотр и обсуждение послания президента страны Федеральному собранию состоялось в общественном центре столицы. Такой формат общественного просмотра проводится впервые. Надо отметить, что послание впервые оглашается в самом начале года, чтобы быстрее приступить к решению важных национальных задач. Действительно, формат очень интересный. И то, что мы в начале года действительно без раскачки только что вышли после новогодних каникул, и уже такое послание очень серьезное и, скажем так, позитивное. Как председатель комитета по делам семьи и детства, то, что он начал с демографии, это действительно большой показатель, поскольку сейчас в фертильный возраст вступили женщины 90-х годов, соответственно, те, которые родились у нас, когда была демографическая яма. И сейчас, вот, чтобы поддержать рождаемость, очень большие, серьезные задачи поставлены перед правительством. Получается так, что будет корректировка бюджета. В своем послании Путин предложил выдавать материнский капитал при рождении первого ребенка. Кроме того, президент предложил увеличить материнский капитал на 150 тысяч рублей при рождении второго ребенка. Президент также объявил, что с 2020 года семьи с доходом ниже прожиточного минимума смогут получить ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Именно в рамках демографической политики решение президента, когда он сказал, что, значит, теперь уже при рождении первых детей будет предоставляться материнский капитал. И это, на наш взгляд, конечно, очень такое серьезное решение, которое позволит, на наш взгляд, те сегодня демографические тенденции, которые имеются, да, каким-то образом стабилизировать и даже выйти на рост. В послании президента страны также были затронуты вопросы образования. Так Путин призвал обеспечить бесплатным, качественным горячим питанием школьников младших классов. Также поручил ввести доплаты для классных руководителей. У нас в республике на данный момент 70% обеспечены бесплатным горячим питанием дети этой категории. И мы будем работать за счет всех уровней бюджета, как сказал президент. То есть будут предусмотрены и федеральные средства на это, и наши региональные средства, и средства муниципальные. В послании также были затронуты вопросы здравоохранения, внешняя политика и безопасность, внутренняя политика и Конституция. Наталья Колесова, Дмитрий Сергучев. Новый день. Ну что ж, друзья, мы продолжаем наш эфир, и пришло время интересных гостей. Знаете вы, наверняка знаете, что в этом году был запущен специальный проект «Язык предков». Средства массовой информации время от времени рассказывали в течение прошлого года о республиканском фестивале. Сегодня у нас в гостях инициатор и организатор этого замечательного детского конкурса Полина Анисимова, главный эколог компании «Аурус». Полина, доброе утро. Ну, замечательный конкурс, который ваша компания инициировала в прошлом году. Расскажите, пожалуйста, вообще, как связана добыча алмазов и язык наших предков? Вы знаете, несмотря на вроде кажущееся несопоставление, все связано абсолютно напрямую, потому что добычей алмазов занимается акционерная компания «Алроса», и инициатором и организатором данного конкурса «Язык предков» тоже выступает акционерная компания «Алроса». Все просто и понятно. Да, если узнать, о чем именно вот этот конкурс «Язык предков». Да, и как возникла идея его проведения? Вы знаете, идея, она, в принципе, аккумулируется уже, наверное, достаточно давно, потому что компания работает в основном на территории Республики Саха-Якутия, где сосредоточено очень много национальностей. Это и якуты, и русские, и венки, и долганы, и татары, и вены. У них всех разные национальности, да, но их всех объединяет то, что у них есть богатая культура, богатый этнос, да, у них есть различные традиции, у них есть свои обычаи, и, конечно, у них есть свой язык. 2019 год просто ООН был объявлен годом международных коренных языков, и поэтому мы решили приурочить и сделать вот данное мероприятие, данный проект. Нам, конечно, безусловно, очень помог в этом Федеральное агентство по делам национальностей, с которым мы имеем уже устойчивые партнерские отношения именно по поддержанию. И в результате этого и родилась идея о создании регионального детского смотра конкурса. А вот как все начиналось? Расскажите, первые ваши шаги, скажем так.
Я понимаю, что объявить конкурс на всю республику это очень-очень сложно. Ладно, объявить, проводить, контролировать, Организовать. отсматривать. Был же он объявлен именно для школьников, правильно? Да, вы знаете, конкурс республиканский, все верно, поэтому мы принимали заявки от любых желающих, кто бы хотел поучаствовать, кто бы хотел проявить себя, показать свое творчество, свои таланты. Единственным ограничением это был только возраст. От 7 до 18 лет. Все школьники. Все школьники, начиная прямо от самых малышей, первоклашек, заканчивая уже такими достаточно солидными, молодыми творческими людьми, как старший класс. Ну и конкурсы как проводились, получается, регионально, да, в своих районах? Да, как вы Либо принимали приезжали к вам? заявки вообще? Конкурс, он проходил в течение года, то есть, естественно, первым этапом это было оповещение всех заинтересованных сторон, то есть мы привлекали вас, средства массовой информации, спасибо вам большое за это, конечно. Мы точно так же давали различные объявления, и нам поступали заявки вот со всех уголков Якутии, то есть мы Даже самых удаленных? даже с Нерюнгринских улусов, с Алайхинского улуса, то есть тех мест, где, мы, знаете, я смотрела их, честно признаюсь, по карте, наверное. Вот. Мы получили более 250 заявок, то есть всего приняло участие около 800 детей. Мы выезжали комиссионно, смотрели те творческие коллективы, которые могли нам продемонстрировать. По всем населенным пунктам? вы Почти ездили? по всем. Там, куда мы не могли доехать, то есть там в силу логистических, наверное, особенностей, мы получали видеозаявки, которые комиссионно также осматривали, ну и оценивали, и потом, то есть по существующей системе баллов, то есть уже выставляли конкурсные оценки. Полина, наверное, сложно было судить, если 800 детей, и всех Очень хочется сложно. и порадовать, и не хочется и расстраивать. Я думаю, что все дети очень талантливые. Вот система бальная, вы сказали, что Да. включала в себя? Ну, она подразумевала, первое, это соответствие заявленной тематике, потому что мы принимали заявки, конечно, которые имели в себе и творческие коллективы, которые пели бы, да, на ивенкийском языке, долганском языке, на каких-то наречиях, то есть песни Алонха знаменитые, то есть не только на Республику Саха-Якутия, а, наверное, полностью на весь мир. Какие-то сценические образы, композиции, опять же, народные танцы, оценивались костюм, артистические данные, ну и точно так же сам посыл, потому что, ну, дети бывают разные, кто-то, наверное, волнуется, а кто-то прямо там с такими бубнами, знаете, с такими плясками, что, конечно, это очень сильно Любого воодушевляло, артиста за пояс конечно. заткнет, да? А вот кто был в составе жюри? Кто оценивал вот это творчество? Конечно, мы, наверное, бы самостоятельно, вот именно Алроса сама бы не справилась, поэтому мы попросили поддержку у Министерства образования Республики Саха-Якутия и у Министерства по делам Арктики. То есть поэтому в комиссию входили представители того и другого ведомства, и точно так же представители профсоюзов, глав администрации УСов. Ну и из 800 участников, да, сколько сейчас мы имеем финалистов, коллективов? Вот последним этапом Известны ли завершающим... победители? Нет, победители, конечно, Из конвертика будете нет, доставать, да? Победители, конечно, неизвестны, потому что победители будут определены на самом гала-концерте, опять же, то есть членами жюри, которые будут там присутствовать, поэтому до последнего будет сохраняться интрига, кто же из 6 вот как раз финалистов, отобранных на последний завершающий этап, будет там, ну, я бы не сказала бороться, да, а дать возможность нам с вами, кто мы придем посмотреть, полюбоваться их прекрасными и замечательными Ну выступлениями. вот получается гала-концерт, да? Верно. Ну, скорее всего, не только они будут выступать. Не Вот- только эти 6 финалистов. Да. Да нет, вы знаете, то есть гала-концерт как раз является завершающим 3-м этапом. То есть мы приглашали различные сопутствующие коллективы, которые могли бы, то есть как бы украсить еще этот праздник, потому что мы все-таки не делаем ставку на формат конкурса, мы делаем ставку на формат творчества. То есть каждый Конечно. ребенок, он по-своему уникален. Коллективы очень этнические, очень народные, то есть они выступали с таким удовлетворением, что выбор был очень сложный. Я не представляю, как жюри справится с Вот я- итогим да. выбором. Если не Смотрите. секрет, что Не знаю, не получит? знаю. Если не секрет, да? Да. Первое место, вот какой приз? Вот здесь я по-прежнему все-таки позволю себе сохранить интригу. Естественно, что у нас будут призы на 1-е, 2-е, 3-е место. Маленький приз на зрительские симпатии. Мы себе позволили такую возможность, потому что выбор просто, то есть нереально сделать и дать кому-то предпочтение. Поэтому это просто общее голосование будет да. зала. Единственное, что могу сказать, приоткрыв маленькую завесу тайны, что, конечно, те призы, которые мы будем передавать, компания «Алроса» будет передавать участникам, они будут направлены на их
дальнейшее развитие, их поддержание творчества и возможности выхода, может быть, на какие-то новые горизонты. Хорошо, Полина, все-таки 6 финалистов. Чем они вас поразили? Какие это работы, какие это номера? Вы знаете, мы, получается, комиссионно отобрали 4 коллектива. То есть это ивенкийские песни, это ивенкийские танцы, это потрясающая сценическая постановка, которая направлена именно на любовь к якутскому языку. То есть это будет постановка на якутском языке. У нас есть один солист и один дуэт, 2 молодых, но очень творческих человека, которые будут петь одновременно на нескольких языках. Ого. Ну и, Полина, последний, наверное, вопрос. Какие еще детские проекты компания «Алрос» сейчас запускает или продвигает? Или собирается запустить? Да, язык предков, он является как завершающим этапом 2019 года, который уже сегодня прошел. И, конечно, мы смотрим с большим позитивом на 2020 год. Один из уникальных проектов, который тоже будет впервые в истории компании, впервые в истории Алроса, это создание книги «Колодец сказок». То есть он будет представлен буквально простым способом. Точно так же от детей мы будем получать информацию, потом она будет публиковаться в книге, и книга будет издаваться определенным тиражом. Ну что ж, замечательное начало. Полин, большое спасибо, что пришли, порадовали. Пожелаем финалистам не волноваться на гала-концерте, и пусть победит лучший. Спасибо вам и всем хорошего, доброго дня. Спасибо. Что ж, мы хотели бы напомнить номер WhatsApp 8 914 279 22 62. И продолжая тему детей, каждый ребенок волею судьбы, оказавшийся в детском доме, мечтает о семье. Вот и 7-летний Тыгынбек с удовольствием учится, осваивает новые знания, играет и поет, и при этом очень хочет иметь маму и папу. Познакомьтесь, это Тыгынбек. Тыгынбеку 7 лет. Тыгынбек, покажи, пожалуйста, сколько тебе лет? На пальчиках покажи. 7 пальцев. Во, молодец. Тебе 7 лет, хорошо. Тыгынбек приехал к нам в прошлом году, в сентябре. Мальчик, к сожалению, не говорящий, но он очень хорошо может изъясняться жестами и мимикой. Он учится в подготовительном классе. На занятиях он всегда любознательный, активный. Ему все интересно. По характеру мальчик спокойный, добрый, веселый, общительный. Ему нравится рисовать, собирать пазлы, собирать из конструктора Лего разные башни, домики. Несмотря на то, что Тыгынбек не говорит, он очень смышленый мальчик. Понимает и живо реагирует на просьбы. Хорошо и с удовольствием рисует. Возможно, в будущем он станет художником. Тыгынбек – открытый и добрый ребенок. С интересом участвует во всех мероприятиях, танцует, любит подвижные игры. Старательному и послушному Тыгынбеку нравится выполнять задания воспитателей. Положи карандаш и подойди сюда к доске. Сейчас покажешь. Ага. Тыгынбек, это все твои работы, да? Аппликации ты делал. Это кого мы сделали? Скажи, покажи, как медведь голос подает. Да, хорошо, молодец. А это кто? Птичка. А теперь ты очень хорошо умеешь рисовать машинки. Нарисуй, пожалуйста, тут машинки. Солнышко нарисуй сверху, солнышко. Вот. Солнышко светит. Лучи. А глазки еще есть. Хорошо. Ротик. Молодец. Вот. Ага. Лучи. Вот. Хорошо. Еще. Много лучиков. Молодец. Умница. Хома-хома, хомячок, хома рыженький бочок, хома раньше всех встает, щечки моет, шейку трет, подметает хома хатку и выходит на зарядку. Раз, два, три, четыре, пять.
очень надеемся, что для Тыгынбека найдется очень хорошая семья, которая будет его очень любить и в которой ему будет очень хорошо жить. Мы очень хотим, чтобы он был счастлив. Сегодня, 17 января, можно отметить очень замечательный праздник, День творчества и вдохновения. Действительно, творчество без вдохновения невозможно. Неизвестно, кто придумал этот праздник, но мне кажется, это хорошая возможность выразить признательность всем творческим людям. Ну и я думаю, вам интересно узнать, что же вдохновляло известнейших людей искусства. Давайте посмотрим. Итак, Оноре де Бальзака, известнейшего писателя, вдохновлял крепкий кофе. Он без него вообще не мог трудиться. Так что, если вы хотите добиться сегодня каких-то высот, налейте себе чашечку капучино или эспрессо. Игоря Стравинского, известнейшего музыканта, вдохновляло, внимание, стояние на голове. Композитор утверждал, что так его мозг очищается для новых идей. Ну и, видимо, от ненужных мыслей тоже. Известного писателя Виктора Гюго вдохновляла, внимание, миниатюра бронзовой фигурки собачки. Его такой, скажем, талисман. Этот талисман он всегда ставил прямо перед собой, перед тем, как начать писать новое произведение. Известнейшего сюрреалиста Сальвадора Дали вдохновляла его любимая женщина Гала. Так что, дамы, внимание, смотрим на своих мужчин, будьте для них музами. Ну и, наконец, Владимира Маяковского, известнейшего писателя, поэта времен эпохи НЭПа и СССР, вдохновляла также его самая сильная любовь Лиля Брик. Так что, девушки, внимание, вы можете быть сильнейшим оружием для вдохновения ваших мужчин, чтобы они достигали новых высот. Ну что ж, далее мы хотели бы рассказать немного о республике, точнее напомнить, можно сказать. Республика Саха-Якутия – крупнейший по территории субъект Российской Федерации. Кроме того, Якутия – самая большая административно-территориальная единица в мире. По размеру территория Якутии превосходит Аргентину, 8-е государство в мире по площади. Якутия также превосходит по площади и Индию, если не брать в учет спорную территорию Кашмир. Однако население республики меньше 1 миллиона человек, что делает плотность населения в нем одной из самых низких в России. Образована 27 апреля 1922 года как Якутская ССР в составе СФРСС, хотя Якутский уезд был по территории современной Якутии, возник еще в 1638 году. Якутия – единственный субъект Российской Федерации, на территории которого применяются все 3 часовых пояса. Разница с московским временем составляет +6, +7, +8 часов. Археологами установлено, что древний человек заселил Якутию уже в раннем палеолите. К этому времени относятся первые археологические памятники, датируемые в рамках от 300 тысяч до 10 тысяч лет назад. В 1632 году на правом берегу Лены был заложен Якутский острог, положивший начало будущему городу Якутску. Острог заложил Петр Бекетов. Эта дата считается датой вхождения Якутии в состав российского государства. В 1638 году был образован Якутский уезд, позднее преобразованный Якутскую провинцию, далее Якутскую область Восточно-Сибирского генерального губернаторства. В октябре 1991 года был учрежден пост президента республики. Первым президентом в декабре 1991 года стал Михаил Ефимович Николаев. В том же году было изменено название республики на Республику Саха-Якутия. В республике всего 34 района и, как мы называем, улуса. По территории Аллаиховский улус с самым маленьким населением. Население всего лишь 2716 человек по данным 2018 года. Аллаиховский район вот здесь находится. Нерингринский район же является самым населенным районом республики с населением 73 098 человек. Ну, Нерингринский вот он снизу. Далее, самый маленький по территории район Мегино-Кангаласский, при этом является самым густонаселенным районом с населением 30 971. Ну и самый большой район Оленёкский с территорией 318 000 квадратных километров. Вот так. Такие
данные по республике. Ну все, Максим, всех просветил с утра пораньше. Садись к нам за стол, у нас замечательные гости. Буквально на днях прошел республиканский детский кулинарный фестиваль «Готовим с Тарбаховым». И сегодня у нас в гостях Анастасия Чернышова, ученица средней Усть-Нерской школы имени Героя России Хоменко, воспитанница Центра помощи, и Анна Попова, педагог дополнительного образования Усть-Нерского центра помощи детям. Анастасия, Анна, доброе утро. Как у вас настроение? Ну, вчера я видела в соцсетях и в новостях эти съемки с конкурса, слюнки текли. Слюнки текут, действительно, я до сих пор. Анна, основные цели проведения вот этого фестиваля, расскажите нам. Ну вот мы приехали из полюса холода, передаем привет всем нашим знакомым. Доброе утро. Доброе утро. Вот основная эта задача была это кулинарный поединок. Там дети соревновались, уже Настя соревнуется уже 3-й раз и расскажет, как было. Да, Настя, ну раз расскажи. ты такая опытная участница, рассказывай, что в этот ты раз приготовила представила? в этот раз? В этот раз приготовила. У нас было 4 этапа. Первое блюдо было домашнее здание. Я приготовила фаршированные караси. С утра пораньше такие. Держись. Мы еще не завтракали просто. Второе блюдо я приготовила керчах. У нас было это на время, в котором я сделала самое первое, и мне получилось. Поздравляем. Потом третье блюдо мы делали салат. Я сделала салат снежана. У нас обязательно было блюдо там мясо. С мясом. Да. А Снежана это авторское твое или это что-то? Интерпретация известных. Это просто. Ну и четвертое. И четвертое у нас было это нарезание овощей. То есть нарезка и выкладка, видимо, да? Самое сложное было. Это было карри. самое сложное. Ну да. Ну так, ну как спросить, готовились ли вы к этому? Готовились, да. Я вот знаю, что ты не ешь рыбу, не любишь Да. караси, но почему ты все-таки выбрала их готовить? Ну, потому что в жизни все равно все пригодится, хочется все попробовать, учиться всему. Это в жизни нужно будет. Вот, правильное слово. Нужно все уметь. Да. Смотрите, сколько всего было участников и с каким результатом у нас Настя вышла? Приехали сами вот победители, призеры приехали, и Настя наша заняла 2-е призовое место. Давайте, наверное, я Покажем. подержу вот Давайте, эту грамоту, действительно. покажем мы ее. Вот И медаль сюда. Да. Смотрите, Ну, какая Настя медаль. рада? Да, Хороший очень. результат. Смотри, ты в этом году выпускница, по-моему, да? Дальше ты с чем свою судьбу будешь связывать? Скорее всего, с медициной. Медицина. Но, тем не менее, готовить Да, нужно. получается, готовка это твое хобби. Хобби. Хорошо. А какие еще блюда, какие, может быть, подачи, да, запомнилось вам вот с этого конкурса? Других Ну, участников? Других участников это приехали из Статинского луса. Это сам я занимала гран-при. Это ученик 9 класса. И так шикарно вот подал свое домашнее задание. А это что у него было? Было это птица, да? Птица была. Птица. Видела, я видела, да. Такая классная, вот они сами с мамой, с семьей это занимаются. сказать. Кулинара, да, получается? Молодцы. Но все-таки, как вы готовились к этому ответственному конкурсу? То есть все же были заготовки из дома, то есть какие-то идеи, да? Как продумывали эти рецепты, подачу, как Ну, продумывали? это все было положение. И у нас в октябре месяце это у нас в центре помощи приехали сам Тарбахов и своим помощником, шеф-поваром, это Вдохновил детей, Константином да? Васильевичем. И какой он в жизни? Такой Обаятельный. Анна, Анастасия, я знаю, что вы хотели слова благодарности произнести обязательно, да? Вот, Ну, пожалуйста. самое главное, мы родному своему коллективу передаем Усть-Нерской центре помощи, которые вот подготовили, вот как отнеслись мы очень серьезно к этому конкурсу. И министерству Передаете своим всем профильным организациям привет и благодарность. Ан, да? Спасибо большое, что Спасибо пришли. большое, что вы Поздравляем пришли. Настю с хорошим местом. Тебе дальнейших успехов, в том числе и в медицине. Ну что ж, а мы не переключаемся. Короткий Встретимся перерыв. после рекламы. Доброе утро, друзья! Вы смотрите программу «Новый день». Сегодня пятница, 17 января. И если вы сейчас завтракаете, приятного вам аппетита. Да.
Вот к нам пришло одно WhatsApp поздравление. Друзья и родственники поздравляют Юру Сона с рождением сына. Желают ребенку здоровья, счастья и родителям просто непомерного... непомерного счастья они желают. Двойного счастья. Что ж, мы, действительно присоединяемся к этому поздравлению. Далее хотели бы передать слово нашим коллегам из информационной службы новостей. Здравствуйте. В прямом эфире новости. В студии Андрей Погорелов с информацией к началу дня. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении председателем правительства Михаила Мишустина, сообщается на сайте Кремля. Ранее Госдума утвердила Мишустина на посту премьер-министра. В открытом голосовании его кандидатуру поддержали 383 депутата, против не выступил никто. Воздержался 41 законодатель. Мишустин поблагодарил всех за поддержку и доверие. Он заверил, что понимание о персональном составе нового правительства появится в ближайшие дни, а в апреле он детальнее доложит о новом курсе Кабмина. Я хочу поблагодарить президента за оказанное доверие, депутатов Государственной Думы за то, что сегодня очень детально проработали все вопросы, говорили о направлении работы правительства, говорили о послании, которое нужно реализовывать. И думаю, что в ближайшее время, как только мы определимся с основными элементами нашей работы, обязательно вам об этом расскажем. У России есть все возможности для того, чтобы восстановить темпы экономического роста, но для этого премьер-министру Михаилу Мишустину надо будет вернуться к вопросу качества управления национальными проектами. Об этом заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе встречи с журналистами в четверг на Гайдаровском форуме. Цитирую. «Хорошо, что Мишустин в своем выступлении в Государственной Думе сказал, что сегодня подорвано доверие бизнеса к государству. Он это констатировал сегодня. Это означает, что он понимает, что нужно существенно и качественные шаги предпринять для того, чтобы улучшить инвестиционный климат России», отметил Кудрин. Я считаю, что в России есть все возможности для того, чтобы восстановить темп экономического роста. Но для этого потребуется проводить реформы. Я думаю, что Мишустину надо будет, это мое предположение или представление, что надо будет вернуться к вопросу качества управления национальными проектами. Вопрос, кем станет бывший премьер после отставки правительства, интересовал многих. Накануне Владимир Путин назначил Дмитрия Медведева на должность заместителя председателя Совета безопасности России. Документ опубликован на сайте Кремля. Стоит отметить, что ранее такой должности не существовало. Зампред Совета будет считаться одним из постоянных членов Совбеза. Возвращаясь к посланию, глава государства озвучил целый ряд вопросов, требующих оперативного решения. В первую очередь социальные темы – это демография, образование, культура. И вот как комментирует послание Владимира Путина председатель Госсобрания Илтумен Петр Гоголев. Прежде всего речь идет о том приоритете, который звучит и ранее звучал в рамках национальных целей и задач. Это приумножение населения. В Конституции России есть очень хорошая формулировка «Мы соединены общей судьбой на своей земле». То есть речь идет о том, как раз о практической части. Именно мы, россияне, должны жить в Российской Федерации, именно мы должны развивать. И в социальном смысле, и в экономике, и технологии развивать в России должны мы. Об этом говорил президент Российской Федерации. Теперь к содержательной части послания. Нехватка специалистов, оплата труда, развертывание фельдшерско-акушерских пунктов и другие вопросы. Эти темы сегодня актуальны для всех регионов страны, Якутия не исключение. Какие меры предложил российский лидер для решения этих проблем, выясняла Анастасия Кобызева. 12 ФАПов планирует построить в этом году в Якутии. Общероссийский народный фронт возьмет под контроль ход оснащения, строительства и ремонта таких пунктов. Глава регионального исполкома ОНФ в Якутии Валерий Лютый рассказал нашему телеканалу, какими в идеале должны быть эти объекты. Оборудование было необходимое, и качество строений отвечало требованиям. Иногда у нас, к сожалению, встречается так, что освоили, вовремя отчитались,
а жить там невозможно, а лечить там нельзя и так далее. Владимир Путин поставил задачу изменить условия подготовки в медицинских вузах. 70% бюджетных мест по специальности лечебное дело и 75% по направлению педиатрия должны быть целевыми. То есть вузы будут обязаны подготовить терапевтов, педиатров, направленных на учебу по заявкам регионов. А регионы, в свою очередь, должны гарантировать выпускникам рабочее место. Что касается ординатуры, предлагаю по самым дефицитным направлениям установить почти 100% целевое обучение. Причем при поступлении преимущество будут иметь врачи со стажем работы в первичном звене, особенно на селе. Естественно, что целевое обучение надо предусмотреть и для федеральных медицинских центров. На развитие первичного звена здравоохранения в этом году дополнительно выделят 550 миллиардов рублей. Предстоит отремонтировать и оборудовать новой техникой поликлиники, районные больницы, станции скорой помощи во всех регионах страны. Как заявил сам глава государства, в этом вопросе главное не цифры и показатели, а реальная помощь. Анастасия Кобызева, Георгий Григорьев, Якутск. Впереди еще много важной и актуальной информации. Не переключайтесь. В воскресенье состоится чемпионат республики по легкой атлетике. У нас в гостях Василий Алексеев, главный судья чемпионата. Доброе утро. Василий, доброе утро. Бодро выглядите. Ну, давайте сразу сходу скажем, сколько вам лет? Нет, подождите. Давайте так. Сколько вы занимаетесь легкой атлетикой? Да. Ну, я работаю уже лет 40. Вот, считайте, телезрители. Преподавал учителем физкультуры, потом сельскохозяйственным техником работал, а потом уже тренером ДЮСШ-1. А легкой атлетикой с какого возраста начали? Сам заниматься я начал с 6 лет. В МГ, в Амгинском районе я родился. Ага, в МГ. Да. Ну вот, получается, вот он и секрет вашего прекрасного самочувствия, прекрасной внешности. Чемпионат, да? Сколько будет участников на чемпионате? Ну, планируется где-то 160 человек, возможно, будет чуть больше, из 20 районов городов Якутии. Как будут делиться? Да, возраст. Ну, этот чемпионат взрослый, будут участвовать взрослые, но допускается школьник, имеющий второй спортивный разряд. И по дистанциям, получается? А по дистанции там у нас и средние дистанции будут бегать дети взрослые, и на короткой дистанции, барьерный бег. Это средние, ходьба, короткие, это сколько метров? 800, 1500, короткая 60, 200, 400 метров. Прыжки длину, высоту тройной. Эстафета 4 по 200 метров. Каждый в своем виде, получается. Может участвовать в двух видах. Есть спринт, да, есть вот долгие дистанции, да. Для нас, для нашего региона, какие являются традиционными? Ну, у нас традиционный, как сказать вам, ну, спринт. Спринт. 60-100 метров могут участвовать у нас, показывать неплохие результаты. Кандидаты в мастера спорта есть. Средние дистанции неплохо ребята бегают, это 800, 1500, 3000 и 5-10 километров. Ну, а сколько нужно заниматься, как нужно заниматься, чтобы уже, скажем так, иметь результаты и гордиться? Ну, у нас рекомендуют заниматься с 3 класса, это 9 лет. И если ребенок зависит, если он имеет быстроту. То есть легкая атлетика зависит от быстроты и скорости бега. Это, получается, все-таки относится к генетике? Да, это гены родителей немаловажную роль играют. А как вот определить, у меня ребенок склонен к быстроте? Или... Нам принесите, мы сами проведем тест. Протестируем. Грубо говоря, на время, да, получается, дается дистанция? Чем быстрее он бежит, тем лучше будут результаты расти каждый год. Так, и хотелось бы, да, действительно вернуться к теме чемпионата, да? 160 участников. Кто они, откуда? Учащиеся, со всей республики, взрослые? Да, все взрослые, кто занимается у нас. Со всей республики, любой да, желающий? с города Якутска, с Чурапчи, Минакангаласская улус, Амгинская улус, Мирный, Ленск. Есть уже какие-то явные звезды, явные фавориты? Очень много их. Да? Ну, мне кажется, у нас вообще в республике бег очень популярен. Если элементарно вспомнить результаты нашей Сарданы Трофимовой, вот как можете прокомментировать ее успехи? Ну, Сардан наша гордость. Мы на ней все равняемся. Флагман России. Да, флагман, да. России, да. Ну и надеемся, что она попадет на Олимпиаду. Все болеем за нее, переживаем. Удачи ей. Ну, я думаю, что все получится. Ну, а помимо Сарданы, кто у нас еще, скажем так, ну, звезды? Да, Диана Дачко у нас есть. Многократный чемпион первенства России, победительница. Потом Филиппов Петя, Щергин Гоша.
Ну, те и другие. Ну, то есть таких спортсменов Лидеры, да, хороших у нас хватает. Хватает, Смотрите, Василий, ну, конечно, мы с Максимом не спортсмены. Максим, конечно, занимается больше, чем я. Но если есть желание как-то улучшить свое физическое состояние, то есть позаботиться о своем здоровье, но вот я не спортивная, с чего начинать, если я выбираю бег? Ну, начинать надо с ходьбы, элементарно, чтобы укрепили связки стопы. Это стопа основной. То есть не вид. лениться, где-то 2-3 остановки, а может быть и побольше каждый день, Ну, да? надо начинать сразу. Не лениться, естественно. Спортсмен должен быть трудолюбивый. И начинать с ходьбы, а потом переходи постепенно на бег. Есть инструктора у нас в этих манежах, которые вам помогут. А куда можно прийти? Сколько раз в неделю лучше В заниматься? Триумфе у нас с 6 до 8 бесплатно, в Туймаде манеж бесплатно и в Дохсуне. То есть вот прям По утрам. иди и Да, занимайся, да? Василий, а как проходит ваше утро? Да. Вы бегаете по утрам? Я немножко делаю зарядку, потому что приходится приходить на работу, и там еще раз зарядку. Показывать шпагаты, беги. Шпагат вы делаете? Специально беговые упражнения. А сейчас вот ваш результат комфортного бега, сколько вы бегаете в день или в неделю? Ну, сейчас я бегаю немного, конечно, 3 километра, 5 максимально. Ну, это в день? Да. В день? В день. В день Через каждый день. Мне стало Каждый день стыдно. тяжело уже. Через день. В следующий день я просто хожу. Среди нас ходьбой хожу. Ну, а если, скажем так, человек в возрасте решил побегать, на что нужно обратить внимание в первую очередь? Ну, сперва надо взять рекомендацию у терапевта, что вы не можете получить какую-то травму или с сердцем что-то может случиться. Потом уже начинать с ходьбы, Ну и, бега. конечно же, если у Обыкновенное человека упражнение. избыточный вес. Очень Ну, много как быть? показывают по телевидению, А если избыточный интернету. вес? А? Избыточный вес. Ой, избыточный вес, конечно, очень тяжело. Также говорят, что нужно рациональное питание, во-первых. Сколько ты им бегать, все равно будете много кушать, Ну и да. это все пойдет на смарт. Очень сложно Умеренность во всем и Да, энергичность, да? Василий, ну большое спасибо, что вы сегодня к нам пришли. Вы вдохновили наших телезрителей и Да, лично меня это на точно. какие-то маленькие спортивные победы. Желаем успеха, желаем Спасибо. хорошего проведения чемпионата, и пусть чемпионат выявит Ну, новых жители города звездочек. Якутска приглашаем на наши соревнования. Да, пойдем посмотрим хотя бы. Да, и, конечно же, мы хотели бы открыть завесу тайны нашему гостю. Несмотря на его молодой вид, ему 60 лет, представьте себе. Да, друзья, ориентируйтесь на уши, 67. занимайтесь спортом. 67. Да. Друзья, ну мы с вами не прощаемся. Сейчас прервемся на небольшую паузу. Оставайтесь с нами. После будет также интересно. Доброе утро, друзья! Вы смотрите программу «Новый день». И с вами Максим Гоголев. И Евгения Гурулева. Хотели бы напомнить, какая погода ждет нас на сегодня. И, Милан рядом. Объявляем суперакцию. При покупке 2 вещей, 3-я в подарок. Только до конца января. ТЦ Рио, 2-й этаж. Данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Утром в центральных Улусах минус 27, минус 37, днем минус 17, минус 31. В Заречных минус 23, минус 43, днем минус 18, минус 35. В Южных минус 16, минус 30, днем минус 17, минус 22. В Вилюйских минус 20, минус 35, днем минус 15, минус 25. В Нижнеленских минус 37, минус 38, днем минус 31, минус 33. В Западных минус 13, минус 19, днем минус 9, минус 15, в Колымо-Индигирских минус 30, минус 49, днем минус 25, минус 33, в Янских минус 28, минус 37, днем минус 29, минус 37, на северо-западе минус 25, минус 39, днем минус 26, минус 34. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 35 градусов, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный 1,3 метра в секунду, днем ожидается минус 30, минус 32 градуса. Ну что ж, дорогой телезритель, если ты в поисках работы, тебе будет интересно послушать, какие есть вакансии. Требуется начальник филиала. Ага. Так, требуется медицинская часть, врач, высшее образование, опыт работы, зарплата 60 тысяч рублей.
Требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Образование среднепрофессиональное, в том числе начально-профессиональное. Заработная плата 25 тысяч рублей. Требуется медицинская сестра, образование среднепрофессиональное, в том числе начально-профессиональное. Заработная плата 60 тысяч рублей. Вот такие замечательные вакансии, так что думаю, что те из вас, кто ищет, те обязательно найдут хорошую профессию. Друзья, ну а мы продолжаем наш эфир. Мир наш ярок и многообразен. Здесь и природа, здесь и животные, здесь и прекрасные архитектурные строения, и, конечно же, еда. Натюрморты, известнейшие из направлений творчества каждого художника. Каждый художник рисует что-то, что ему близко. Сейчас в нашей постоянной рубрике «Муза и музей» мы познакомимся с творчеством Евгении Малеиной и рассмотрим натюрморт, который называется «Хлеб». Евгения Малеина, русский советский художник, родилась 1 декабря 1903 года под ясным синим ташкентским небом среди среднеазиатской природы, очень яркой и щедрой. Вот оттуда у нее и любовь к живописности, и к цвету. Потому что этот мир очень яркий, разнообразный. Она эту любовь сохранила на всю свою жизнь. И это не только люди, природа, фрукты, овощи, плоды, но это еще и хлеб, как итог человеческих усилий и как символ жизненного благополучия. Вообще для Малеиной труд – это как признание человека и его духовное и физическое здоровье. А натюрморты ее, они очень скромные и очень простые. Вот мы видим на картине хлеб в тарелке, какие-то булочки. Но как они написаны, это и цветовая правда, это и натурная правда. И в каждое ощущение радости жизни, что все хорошо, что мирная жизнь, что есть хлеб на столе. И она была сама человеком, по воспоминаниям, очень светлым и лучистым. И вот эту радость она показывает в своих картинах. Это ее такие тихие натюрморты, но она их одушевляет. Это ее приметы, ее бытия очень тихого. О чем говорит натюрморт, да? В чем его сила? В том, что художник так познает мир. И Малеина, она была очень мощным и сильным художником. И ее вот такие неповторимые работы, произведения, они выставлялись не только в России, но и во многих странах за рубежом. Что ж, друзья, это программа «Новый день». Сегодня пятница. Если вы планируете культурный выход, прошу вас обратить внимание на новую кагирскую оперу «Юко и Аннека». Сегодня она будет демонстрироваться. И, собственно, у нас пришли люди, имеющие непосредственное отношение к этой опере. Это Костас Марсан, режиссер юкагирской оперы «Юко и Аннека», и Александр Емельянов, солист театра оперы и балета имени Сисова Сауруна Омаона, исполнитель роли шамана. Доброе утро, друзья. Доброе утро. Ну, как у вас настроение? Ой, боевое. Сегодня у вас, да, получается отчетный концерт. Да. Ну, премьера была в декабре, вы дали несколько представлений, скажем так, да, и вот сейчас новыми силами после Нового года начинаете радовать зрителей. Кто не успел в декабре, сегодня и далее пойдут. Дайте, на первый взгляд, кажется, что «Юко и Аннека» — это такая интерпретация шекспировской «Ромео и Джульетты», так? Или чем-то отличается? Ну, чем-то похоже, но на самом деле история совершенно другая. Так что, чем там все закончится, вот в Шекспире все покончили с собой, а у нас немножко по-другому, да, пойдет все разбитие событий. Ну вот чуть-чуть расскажите, да, вот что это, как вы вот пришли к этому, к Юке и Аннеке? Да, почему именно, скажем, эта история? Ну, на самом деле, вот, кстати, очень многие думают, да, что опера — это что-то такое скучное, да? Вот. Из старого образца что-то, да, из классики. Нет, на самом деле, да, а если взять оперу как жанр, там же
очень большой экшен же на самом деле. Драма на пределе всего. Убийство за убийствами. Вот Кармен возьмем, там ее в конце зарезали, да. Тот же самый боевик, только на сцене. Только на сцене, да. И поэтому опера — это очень интересный жанр на самом деле. И вот наша опера тоже, я скажу, не отстает. Ну, вот сейчас у нас в кадре как раз с постановки кадре, да? мы видим, да, моменты, да. вот. Александр, вы играете такого антагониста, злодея, шамана, да? Как вживались в образ? Ведь надо же как бы отталкивать немножко зрителя, Во-первых, устрашать его. поздравляю с премьерой зрителей и исполнителей, постановщиков с этим событием прекрасным, что состоялась премьера Юкуянаке. Ну и, конечно, вокально очень мне подходит эта партия. И, ну, в конце, конечно, очень много, очень тесситура большая. Высоких нот очень много. Я думал, не справлюсь. Но, когда заслуженный солист но, тем говорит. не менее, да, справился. Ну, это же современная опера написана. Там 9 соль, 15 ми и несколько фа, очень много. Такие профессиональные моменты. Понятно тебе, да? Это надо послушать, да, чтобы вот чтобы оценить. да, Вот мне интересно, да, вот как вы вживаетесь в роль? Вы находите в себе что-нибудь похожее, может быть, или вот просто отторжение, Конечно, но я просто войти надо в очень роль? много от своей жизни беру, от жизни окружающих, везде впитываю. И, конечно, отталкиваюсь от слова. Конечно, Быстро, да, вошли в роль, получается? Отталкиваюсь от слова. И, конечно, Ну, вот шаман ведь он не постановщики- совсем, скажем так, злой. Он ведь несчастно влюблен. Конечно, Верно? он несчастно влюблен. Даже самый большой злодей, да, он всегда находит... Он же по жизни всегда не ходит же говорить, я злодей, да? Он Да, всегда я таким находит родился. оправдывание себе, да, какое-то. Вспоминается что Джокер, да, Да, меня обидели, да, меня там не приняли, отвергли, то все. Так что все логично абсолютно. Ну вот так немножко, те, кто не в курсе, скажем так, о теме, о сюжете, вот немножко приоткрыли им завесу, да. Костас, ну современная опера, да, вот прозвучало это словосочетание. Современная опера, чем она отличается от классической? Какие моменты? Как она создавалась? У вас огромнейшая команда, все очень молодые специалисты, скажем так. Как создавали? 3 года ведь работали над ней. Ну да, фактически 3 года это процесс написания шло, да, но современная опера, она прежде всего очень динамичная должна быть, потому что уже нету времени у людей там 3 часа сидеть, всякие эти развернутые арии. Раньше же ведь оперы вообще могли длиться до 9 часов, но сейчас вот все, вот есть такой формат. Сколько длится Юка и Анека, например? Ну, с антрактом 2 часа. Да. И там действие все время меняется. Динамика, то есть, там, да? динамика, плюс еще вот в сценографии должно быть все очень яркое. И плюс мы еще взяли вот условную совершенно эстетику вырезанных на кости статуэток. И все наши персонажи — это такие ожившие Вот статуэточки. они с гримом, с таким явным, вот сейчас мы видим на экране, да? Вот как раз вот они все ходят, они ожили и рассказывают нам эту трагическую, но очень красивую историю любви и Юкуяны. Расскажите вот о молодых актерах. Да. Кто участвует? Как подбирали, и как они вживались, и как они брали эту высоту, скажем так, современной оперы? Ну, хотелось, чтобы опера была визуально красива со всех сторон, да, поэтому, чтобы главные партии тоже исполнялись молодыми, так как они написаны, ну, по роли это 15-летние мальчики-девочки, юноши, да, девочка. А, как сказать, ну, на условности не хотелось идти, поэтому мы нашли вот молодых Александр, ну как вы с молодыми, скажем так, исполнителями сработались? Давали им какие-то мастер-классы, как-то им помогали вработаться, скажем так? Конечно, ну, подсказывали, если вот, когда репетиция идет, подсказывали какие-то слова, вот, например, сцена шамана с Анеки, да, я подсказывал, например, она входила в роль и должна меня оттолкнуть, и весь мой грим замазала. Да. Она сделала это по-настоящему, получается. По-настоящему сделала. А на сцене оно как происходит? На дистанции, да? Да. Ну, там есть сценическое движение. Вот такие казусы, конечно. Подсказывал, не торопись, не суетись, вот сейчас осторожно, грим, не испачкай себе костюм. Там, То вот, есть такие типа секреты такого, сценического мастерства. Да. Костас, ну сегодня будет представление следующее. Когда планируете?
Не знаю, но надеюсь... Успевайте сегодня или Да, следите за анонсами, да? Следите за анонсами, либо сегодня, да, действительно. Да, и хотелось бы вот услышать, скорее всего, наверное, у вас большая команда. Кого бы хотели отметить? Да всех абсолютно. Дирижер Кто брался Николай- за работу, да? Да, дирижер Николай Пикутский очень большой вклад внес, художник Сарглана Иванова, балетмейстер Екатерина Тайшина, хормейстер Октябрина. О, как много специалистов. Хор, коллектив, Хор, коллектив, оркестр. В общем, это большой коллективный труд на самом деле. Сколько чтобы человек в этом проекте? Костюмеры. Сколько вас? Даже не посчитать, Ой, я наверное. даже не знаю. Больше сотни, да? Больше, да. Вот чтобы вот создать такую... Ну, Кошас, Александр, вам сегодня хорошего представления. Да. Радуйте нас повторами. Приходите. Придем Обязательно. обязательно. Друзья, вот такие хорошие пятничные планы. Ну, а мы с вами прощаемся. Да. Отличного дня вам. Впереди якутский блог.